Доброе утро. Вот и наступил вторник, который Никто не ждал, а он который пришел. который никто не ждал, который мы встречаем, в который мы вас сегодня проводим, да, как вчера и А ты, обещали. кстати, начала говорить о том, что, да, я сказал, никто не ждал. Я как-то в голове как будто понял, что действительно у нас есть много дней, которые мы все ждем. То есть мы так или иначе ждем понедельника. Ну, такие, кто-то с тревогой, кто-то с каким-то опасением, типа, вот уже понедельник. Кто-то Сейчас ждет будет пятницы. Пятница, да, конец недели. Кто-то ждет выходных. А вот вторник. Ну, его как будто Казалось бы, да? никто не ждет. Давайте на будущее, чтобы ему не было обидно, и он нам потом отплатил взаимностью хорошее Да. настроение. Вторники Давайте тоже ждать. тоже будем его любить. И ждать. Да. Как и Обязательно. каждый новый день. Да. А поэтому сейчас представим, что мы уже ждали этот вторник, и он ответит нам взаимностью, ждал нас, чтобы этот вторник прошел для нас замечательно и отлично. Ну а мы в «Утро Якутии», самой семейной, самой уютной, самой утренней программы на телеканале «Якутия-24» в составе нашей всей рабочей группы, которая находится и за кадром, а также тех, кто в кадре. Катерина Винокурова, Павел Танин. Сделаем все, что мы можем сделать, чтобы действительно с улыбкой на лице день прошел. Ну или хотя бы начался. Ну и не терпится узнать, что же нас сегодня ждет за окном в этот вторник. Итак, сегодня в центральных районах температура воздуха днем составит минус 3-0 градусов. В Заречной группе 0 плюс 1 градус, в южных до 0 градусов. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 1, в Нижнеленских минус 4 градуса. В западных минус 1 плюс 2, в Колымо-Дигирской группе минус 9 0 градусов, в Янских минус 4, минус 12. На северо-западе минус 9, минус 28 градусов. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 7 градусов мороза. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Северо-восточный, а сегодня днем нам обещают юго-восточный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду, небольшой снег, а температура воздуха составит минус 1, плюс 1 градус. Ну, тепло и весна шагают уже уверенно, во всяком случае, в дневное время. Ночью у нас еще как-то по утрам такое прохладненькое, да, состояние. Но сегодня, кстати, теплее, чем вчера. И от этого есть небольшая грусть, потому что вот прошли холода, а тут вот новая мода на вещи, связанные с морозом и холодом. Да, тренд, который мы, к сожалению, сейчас уже не успели повторить, да. Ну, во всяком случае, на улице. Придется ждать, наверное, следующей зимы. Ну, а сам этот тренд, он заставит понервничать даже самых отчаянных гурманов, потому что в социальных сетях набирает популярность десерт, который, ну, сложно назвать сладким. Это мороженое из острой лапши. Да, вы не ослышались. Это не просто эксперимент блогеров, а официальный рецепт, который представил сам производитель. Готовится все предельно просто. Лапшу заваривают, выкладывают в форму, заливают тем самым острым бульоном и отправляют в морозилку до полного застывания. Получается ледяной, пряный и, судя по отзывам, очень опасный десерт. Для тех, кому покажется мало, производитель рекомендует полить получившееся мороженое еще и фирменным соусом. Так что, ну, пробовать или нет, решайте сами для себя, но, как говорится, исключительно на свой страх и риск. Вот. Чем? Ну, мне кажется, вот за счет того, что все-таки лапша в замороженном виде, да, остринка, наверное, вот как-то мягче воспринимается скорее. Да? Я так думаю. Не знаю, я не пробовала, нежели чем употреблять этот продукт. Мы знаем, насколько он острый, в горячем виде, да, еще ну, можно двойной и такой. поменьше соуса класть. Но в целом, как бы я это все, когда узнал и увидел, у меня была одна только мысль. Шел 2026 год, мы уже не знали, чем себя занять, потому что вообще какая-то массовая истерия с этой острой лапшой, при том, что я лично являюсь любителем такого, ну, острого. Ну, острого нормально в кулинарных традициях, а не вот этот прям экстрим, когда у тебя просто вот нужно уже вертолеты с водой в рот себе вызывать, чтобы потушить этот пожар в огне. Там спасатели приезжают, пожарные, вот без этого. Но как бы раз ну, популярно... вот главное не переусердствовать, иначе Все хорошо до изжоги недалеко, да? Это в лучшем случае, потому что кроме изжоги много что еще с желудочно-кишечным трактом может случиться. Поэтому берегите себя, свое здоровье и употребляйте все в меру, тем более острое. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из службы новостей, которые ознакомят с последними событиями.
Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В рамках диспансеризации россияне могут пройти 7 скринингов на выявление самых распространенных видов рака. По словам специалистов, подобных мер нет ни в одной стране мира, и все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике. Жители России в возрасте от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию раз в 3 года. После 40 лет комплекс процедур становится ежегодным. Таблицы по возрастного обследования можно найти на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава. Онкологи призывают использовать имеющиеся возможности для сохранения здоровья. В связи с объявлением в Горном Улусе Года здоровья, а также в рамках юбилейных мероприятий Горной центральной районной больницы 17-я спартакиада работников здравоохранения центральных улусов состоялась в Бердигистяхе. Приняли участие команды из Горного, Намского и Хангаласского улусов. Соревнования проходили по 8 видам спорта. Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружбы между коллегами и популяризация спорта. В общекомандном зачете победу одержал Горный улус, второе место занял Хангаласский улус, а третье место – Намский улус. Подготовка к спартакиаде у нас началась с декабря прошлого года. 3 месяца мы готовились, и вот настал тот день. Для подготовки к спартакиаде мы сделали положение, создали брендбук спартакиады, а также в преддверии вот этой спартакиады мы для своих работников от имени профсоюза и от имени организации управления нашей больницы от компании «Тетим» сделали вот такую форму. Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете открылся Якутский разговорный клуб, созданный по инициативе Якутской студенческой организации «Кэскиль» и Ассоциации российских и иностранных студентов. Руководитель клуба отмечает, что идея появилась из-за потребности студентов-якутян говорить на родном языке, а также интереса к нему студентов из других регионов России и стран мира. Занятия проходят каждый вторник. Для новичков знакомство с языком с нуля, а для опытных разговорная практика по тематическим вопросам. В университете также действуют другие разговорные клубы от персидского и арабского до хинди и тайского языка. Уже на втором занятии это очень интересно. Говорят про язык, и говорить на нем очень интересно. Лично для меня был интерес в том, что ДУФУ предполагает и предлагает возможности разговаривать на разных языках, организуя такие клубы. Было интересно вот посмотреть на якутский разговорный клуб. Ну и лично меня интересует этнография, антропология, поэтому было интересно. Очень интересно продолжать, потому что вот была уже на 2 занятиях. Если продолжать, то знания пополняются, поэтому почему бы нет. Вот. Ну и, безусловно, бы посоветовала, потому что если вуз предлагает такие возможности, надо ими пользоваться. Вот. Я думаю, много кому было бы интересно на самом деле. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы тоже добавим одну новость. В России появилось место, где тишина – это главное правило, а отсутствие соседей по тренажеру – главное преимущество. Первый в стране фитнес-клуб для интровертов открыл свои двери для тех, кто не готов делить штангу и пространство с незнакомцами. Схема работы максимально комфортная, нужно заранее забронировать время, и вы получаете зал в свое полное распоряжение. Никаких очередей к тренажерам, никакой неловкости в зоне с гантелями, при этом инфраструктура привычная. Есть вода, раздевалка с душем, коврики для йоги, даже продумали формат для родителей, где для маленьких посетителей оборудован детский уголок. А если нужна поддержка, можно пригласить личного тренера. Так что, как говорят создатели клуба, у социофобов теперь просто не осталось оправданий, чтобы откладывать подготовку к летнему сезону. Вот интересная мысль. Но мы тут немножко за кадром посчитали, сколько может стоить посещение такого зала, потому что, взяли срез, да, сколько стоит в среднем посещение 1 часа зала там у нас в городе, например, сколько человек в это время находится внутри. И есть подозрение, что 1 час занятий в таком тренажерном зале обойдется, почти в 10 000 рублей. Но это наши догадки исключительно. Достаточно, наверное, затратно, да, все-таки? Да.
все-таки нужно как минимум аренду организаторам этого всего пространства отбивать. Но спортзал сегодня это не просто место для мышц, для кого-то. Это как бы способ выплеснуть энергию, громко вот так вот хлопая штангой, делясь успехами с соседом по тренажеру. А для кого-то личное пространство, где ты остаешься наедине с собой и своими мыслями. И знаете, даже в спорте есть место интроверсии, тихий фокус на дыхании, концентрация на каждом движении. Но сегодня мы нарушим эту тишину красивым, бодрым началом дня, чтобы настроиться на продуктивную неделю. Не обязательно быть экстравертом, достаточно просто сделать первый шаг с нашей рубрикой. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем над нашей растяжкой, чтобы у нас все движения были грациозные, плавные и пластичные. И начнем мы с первого упражнения. Получается, мы правую ногу вытягиваем вперед, левую ногу уводим назад, руки ставим рядом с правой стопой. У нас угол в правой ноге 90 градусов. Держимся пальцами, либо тут можно поставить какую-то возвышенность, тоже в домашних условиях книги можно использовать. На вдохе мы слегка приподнимаем таз и с выдохом тянем таз вниз. Левая нога у нас остается прямой. Раз, вдох, выдох, 2, вдох, выдох, 3. Хорошо, тянем таз вниз, делаем 6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. И потом мы уводим, опускаем левое колено, уводим таз назад, выпрямили правую ногу. Тоже можно возвышенность забрать здесь с собой. Левая нога стоит у нас на полупальце, правый носок тянем на себя. Можно подсогнуть правую ногу, если сильно тянет задняя поверхность бедра. Мы всегда тянемся только животом. В наклонах только животом, плечи оттягиваем от себя, живот вовнутрь, правый носок на себя. Сделали вдох. И с выдохом уходим в наклон вниз. Раз. Кто может, выпрямляет ноги. Выдох. 2. Выдох. 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. Поднимаем корпус. Снова уводим корпус вперед. Заднюю ногу левую ставим на тыльную сторону. Поднимаемся за макушкой вверх. Ладони ставим на пояс. И делаем такое движение, как будто бы мы давим таз вниз. Грудь направляем вперед. Макушку назад. И держим в статике 10 секунд. Раз, 2, 3. И так до 10. Вернули корпус. Опустили руки вниз. Снова выпрямили правую ногу, поставили левую ногу на полупалец, подтянули к себе руки и выпрямили левую ногу. Теперь мы сделаем наклоны с положения стоя. В этом положении мы левый таз тянем вовнутрь, чтобы тазовые кости у нас оставались на одной линии. Правый носок на себя. Если у нас левая нога сильно осталась далеко, мы можем ее подтянуть к себе. Выдох. 3. Тянемся только животом, плечи оттягиваем назад. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Далее мы поднимаем корпус, уводим корпус вперед, опустили левое колено. Заднюю ногу поставили на тыльную сторону. Поднимаемся вверх. Левую руку поставили на правое колено, правую руку вытянули вперед, таз потянули вниз, сделали вдох и с выдохом раскрываем правую руку в сторону и взгляд за правой рукой, рука параллельно полу. Раз, вернулись на вдохе, выдох, 2, вдох, выдох, 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Рука вернулась. Теперь мы правую руку опустили в левую сторону вместе с левой рукой. Подтянули таз вниз. Сделали здесь вдох. И на выдохе мы тянем к себе левую пятку. Выдох. Раз. Выдох. 2. Выдох. 3. Выдох. 4 и держим статику. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Аккуратно опустили левую ногу.
Таз отвели назад, подтянули к себе руку. И как мы выходим из этого упражнения, правую ногу через сторону, соединили ноги в коленях, опустили таз на пятки, руки поставили широко и бедро до конца опустили вправо и до конца опустили влево. Итак, мы завершили одну связку на одну ногу, правую. Теперь мы делаем от начала до конца повтор на другую левую сторону, и тогда у нас будут эластичные, хорошие укрепленные мышцы ног. В рамках соглашения между Якутским и Донецким государственным университетом сегодня у нас в гостях один из авторов курса лекций «Донбасс. История борьбы за воссоединение с Россией». Это проект о том, как Донбасс прошел путь до воссоединения с отдельной главой о наших земляках, которые помогали защищать регионы и восстанавливать мирную жизнь. У нас в студии директор Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета Юрий Николаев. Юрий Борисович, доброе утро. Очень приятно видеть вас в нашей студии в Якутии. Здравствуйте, взаимно. Вот, ну, вообще, да, этнополитическая реабилитация. Какой смысл вкладывается вот это, казалось бы, сложное словосочетание в контексте деятельности вашего центра? На самом деле все очень просто. В 2001 году на Украине происходила перепись населения, в соответствии с которой 17,3% населения Украины тогда было показано, что это вот русские. Да? И интересно, в 2006-2007 годах американский институт Гэллопа проводил языковое исследование по бывшим союзным республикам. Вот какая ситуация с русским языком и с национальным языком. И что интересно, вот на Украине 83% респондентов пожелало, чтобы их опрашивали на русском языке. То есть фактически для них русский был родным. И по сути получается не 17% русских, а значительно больше. Ну, не 83, понятно. Ну, где-то цифра стремится вот примерно к такой, да? И вот задача состоит в чем? Задача состоит в том, чтобы создать вот у нас на нашей территории такую ситуацию, чтобы люди могли определить свое этническое происхождение, свою национальность по своему внутреннему убеждению. Вот это вот мы и называем реабилитацией. Как вообще пришла, да, идея создания этого курса, и вот как так получилось, что это в Якутии происходит? В общем-то, идея, как все и всегда, пришла спонтанно. Я, будучи летом в Якутске на празднике Исаак Тоймаады, я запомнил название, вот я читал лекцию о событиях у нас, об истории, как Украина создавалась и украинцы, вот, о тех событиях, которые сейчас происходят. И вот многие учителя, да, высказали, задавали много вопросов, и это все было осмысленно. И вот родилась такая идея создать такой курс, где мы опишем так, как это было. Ну, поскольку мы свидетели этих событий, мы, в общем-то, знаем их историю. Ведь если разобраться, да, вот когда Советский Союз распадался, для России Украина оказалась не внутренним делом и не внешним делом. Она как бы вот за кадром. И поэтому вот многие события, мы о них знаем, а здесь не знают. Поэтому мы об этом хотели рассказать, показать, как это было, как возник конфликт, как происходила его эскалация, и потом как создавалась республика. Уст, получается. А на кого он рассчитан курс, да? Курс рассчитан, в общем-то, для широкого читателя. Ну, в первую очередь, конечно, для учителей, чтобы они этот материал вводили в
учебную программу, да, и мы и дальше будем работать в этом направлении, вот, и естественно, это вот история занимает определенный промежуток времени, но у любой истории есть предыстория, и без нее не поймешь, а как это, а что это. Поэтому вот я уже закончил работу над научной монографией, которая будет называться «Очерки политической истории Украины. Малоизвестно». Там вот много таких фактов, которые не лежат на поверхности. Как бы так. То есть, как правильно ли понимаем, что в целом курс он охватывает, ну, подробно охватывает там какой-то определенный участок истории, скажем, но при этом с предысториями и всеми событиями, которые предшествовали? Безусловно. То есть такой охват. А дальнейшие какие-то планы вы рассматриваете сейчас по презентации курса лекций? Развития дальнейшего, может быть, или какие-то новые формы дальнейшего взаимодействия с Якутском? Ну, это опять же, я вот говорю, вопрос такой спонтанный, да, безусловно, нам все это интересно, всегда интересна обратная связь, а как это воспринимается, а что мы сделали не так, а где нужно поправить, безусловно, да, и к этому курсу, вот в Якутии это как бы пилотный проект, да, а уже проявляют интерес Башкирия и Ростовская область. Уже другие регионы, да? Другие регионы, то есть Получается. это, ну, мы думаем, что это получит какое-то развитие. В принципе, уже есть отклик на масштабируемость, да, чтобы дальше развивать уже, ну, там, за пределами, допустим, опять же, нашего региона, уходит как дальше. Безусловно. Ну, как можно попасть на курс? Где-то можно послушать, узнать? Или только для преподавателей, учителей? Вот смотрите, формате. вот издано здесь в Якутске 3000 экземпляров этого курса, да, и они будут распределены по школам, по учебным заведениям. К сожалению, в свободной продаже его не будет. Ну, безусловно, есть такая практика, да, такие монографии, они размещаются на сайте университета, и там мы направим ссылочку, и любой интересующийся может себя... В принципе, можно Да, зайти. это скачать, это прочесть, позадавать вопросы, ну и так далее. Нам, безусловно, вопросы интересны, потому что это обратная связь, и это очень важная информация. Юрий Борисович, спасибо за эту беседу. Мы желаем вам успехов в работе дальнейших и Да, за хорошего эту дня. очень важную беседу, да, для нас Да, сегодня. и вам большое спасибо. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Якутией будет продолжаться. Для нас это очень важно, очень интересно и важно. Мы тоже очень надеемся на продолжение. Спасибо. Спасибо. Ну, этот курс, посвященный Донбассу, это взгляд на историю, на стойкость людей, на связь времен. Ну а совсем скоро, в конце июня, в Якутске состоится книжный фестиваль «Книжный ветер». Победителя конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. И в преддверии этого события в нашей постоянной рубрике «Книжная полка» поговорим о том, как хранить культуру на страницах раритетных изданий. Сегодня это Фридрих Рацель и его фундаментальный труд 1902 года из частной коллекции. Доброе утро. Зовут меня Руфов Дмитрий. Являюсь коллекционером книг. Вот, в моей домашней библиотеке, именно в моей личной библиотеке сейчас около 700 книг. Вот, я их покупаю на развалах коллекционеров, либо на аукционах, а иногда просто нахожу у нас на улице. Я долго выбирал, что принести. И вот принес я книгу 1902 года, автор Фридрих Рацель, и она называется «Народоведение». То есть это
этнографическая книга. И тут по народам Африки и Старого Света. В старых дореволюционных книгах меня привлекает то, что, несмотря на возраст свой, иллюстрации, то есть вот она хорошо сохранилась. Причем цветная иллюстрация, не просто черно-белые. Вот. И детальная проработка рисунков по быту народов, орудия труда, музыкальные инструменты, а также народы тоже детально прорисованы, то есть их антропологические особенности. Вторая книга — это вот удивительная книга «Маленький атлас бабочек» под авторством Берге, вот, для начинающих собирателей бабочек. Вот. А тут тоже очень удивительно, что описание подробное этих бабочек. Вот, и также какие стадии они проходят, то есть это все прорисовано детально, от гусеницы до бабочки, причем в цвете. И изображения вот данные цветные, ну и создают впечатление, как будто вот ты раскрываешь книгу, и бабочка вот-вот полетит. Нашел я ее случайно, вот на улице. Вот, привлекла она своей обложкой, тоже необычная. Но я вот сперва издалека, когда увидел, подумал, что она советского периода. Ну, пока не раскрыл эту книгу. И там вот появилась дата, 1913 год. Жду «Книжный ветер». Думаю, что будут выставки книжные. Это такие новые издания. Ну и, возможно, привлекут коллекционеров, потому что в городе у нас их много. С нетерпением жду фестиваля «Книжный ветер». И, надеюсь, встретимся там все. Ну, согласитесь, приятно держать в руках книгу, которой больше 120 лет. Она пахнет историей, в ней неторопливость и основательность прошлого века. Но сегодняшний ритм жизни совсем другой. И самое сложное, пожалуй, приходится нашим подросткам. Им нужно сделать выбор, который определит их будущее здесь и сейчас. Как родителям стать опорой, а не барьером в этом выборе? Куда смотреть, чтобы не прогадать? Разбираемся с психологом в рубрике «Дела семейные». Доброе утро, Якутия! Выбор профессии – это, пожалуй, одно из самых важных решений в жизни человека. Для подростка этот процесс часто связан с тревогой, с давлением общества, со страхом ошибиться. И зачастую родители сами не знают, как помочь ребенку в этом непростом деле. Самое главное правило для родителей — это быть консультантом, а не диктатором. Зачастую родители пытаются реализовать свои какие-то задачи, свои амбиции через детей. Например, родители говорят: «Я хотела быть врачом, давай вот ты станешь врачом». Конечно, дети стараются и могут согласиться на то, что предложил им родитель. Но впоследствии они могут столкнуться либо с выгоранием, либо с претензией к своим родителям. То, что это был не мой выбор, это вы мне навязали, и этих претензий будет очень много. Родитель может помочь ребенку изучить самого себя изнутри. То есть так называется профориентация изнутри. Можно сесть и обсудить вместе с ребенком, какие у него есть интересы, какие у него сильные и слабые стороны, что у него лучше всего получается, какие ценности у него есть, внутренние ценности, на что он ориентируется, что он сможет сделать, а что не сможет сделать. И это будет интересно как для ребенка, потому что детям нравится изучать самих себя, так и полезно будет для родителей, потому что, возможно, они здесь взглянут на детей совсем с другой точки зрения. Знакомьте ребенка с миром профессий. Очень полезно будет посещать какие-то выставки. Очень много организуется профориентационных туров в разные города, куда можно прямо с классом отправлять детей, для того, чтобы они посетили как можно больше вузов и могли подобрать то, что им больше всего откликается. Также это будет возможность для ребенка для того, чтобы посмотреть, какой город вообще, подходит ли ему город, подходит ли климат, вообще как там люди живут. И ребенок уже будет туда ехать и примерять это на себя. Также ребенок может участвовать в различных олимпиадах, в различных научных практических конференциях, чтобы именно определиться с направлением, куда лучше ему углубиться.
Самый надежный способ понять, твое это или нет, это именно попробовать себя в этой профессии. Какая-то практика, например, устроиться куда-то на подработку. Также сейчас очень популярно волонтерство, когда дети могут подойти и сказать, что мы хотим поучаствовать в вашей организации, и чаще всего идут навстречу работодателей и трудоустраивают, помогают, устраивают экскурсии. И здесь уже ребенок сможет на практике понять, подходит ему эта профессия или нет. Когда вы определились уже с интересами, то тут уже можно будет подобрать, в какое учебное заведение дальше идти. С ребенком можно будет сесть и посмотреть, необходимо ли именно высшее образование или достаточно будет среднеспециального образования, в какой колледж может пойти или в какой вуз может поступить ребенок. Также с ребенком нужно будет обсудить актуальность, насколько это будет актуально через 10 лет, через 20 лет, чтобы ребенок уже понимал, какую тенденцию и где и как он может будет применить свои знания. Также очень важно иметь запасной вариант, то есть не делать акцент только на одном. То есть поступаешь только в это высшее учебное заведение, а если ты туда не поступил, то есть такой вариант тоже может быть. Также очень важно с ребенком обсудить страхи и сомнения. Дети очень боятся ошибиться. И очень важно объяснить ребенку то, что не страшно менять профессию, то, что профессию в течение жизни можно поменять вообще несколько раз. И чаще всего бывает так, что именно хобби начинает приносить доход. Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы помочь ребенку при выборе профессии, это просто быть рядом, задавать ему правильные вопросы, направлять его в нужное русло и верить в него, самое главное, и поддерживать. Ну, а выбор будущей профессии, конечно же, важный шаг в жизни каждого подростка. Родители переживают, дети мечтают, строятся планы на годы вперед, но есть одна истина, которая объединяет любые планы и любые профессии. Какую бы дорогу ни выбрали, главный ресурс, без которого ничего не получится, это здоровье. О нем нельзя забывать, его нужно беречь с молоду. И сегодня есть повод напомнить об этом всем. А в календаре Всемирный день борьбы с туберкулезом. Тема серьезная, но говорить о ней мы будем без лишней тревоги, потому что главное – это вовремя провериться и знать, что делать. У нас в студии Нина Никифорова, врач-фтизиатр, рентгенолог, председатель Совета молодых ученых Республиканского центра фтизиатрия. Нина, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, в какой-то степени с профессиональным праздником вас. Спасибо. Вот. Ну и всех, кто в фтизиатрии занимается. Фтизиатрия как бы разряд медицины по борьбе с туберкулезом. Но в первую очередь хотелось бы поговорить о научно-практическом центре фтизиатрия, как-то вот об истории его рассказать, чем занимается. То есть, понятно, мы можем понять, что это какая-то работа по борьбе с туберкулезом, но как-то больше конкретики хотелось услышать. С удовольствием. Вы правы, наш центр является одним из старейших научно-исследовательских учреждений не только в нашей республике, но и является флагманом фтизиатрии на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Наша история ведется с 1925 года, когда при поддержке Платона Алексеевича Аюнского открылся первый якутский противотуберкулезный диспансер. И с этого же года велась большая акция по изучению туберкулеза населения нашей республики. Соответственно, наша история уже длится 100 лет, и мы хотели бы вручить от нашего учреждения вам такую памятную книгу, нашу юбилейную 100 лет противотуберкулезной службы. Спасибо. Спасибо. Да, нашему филиалу. Для нашей Я пока почитаю, вы поговорите. библиотеки. Ага. Вот. Вот. Мгм. Ну, особая дата, да, сегодня 24 для марта. противотуберкулезной службы? С чем? Да, сегодня День всемирной борьбы с туберкулезом. Эта дата выбрана не просто так. В 1882 году немецким микробиологом Робертом Кохом открыта возбудитель этого заболевания палочка Коха, микобактерия туберкулеза. И это сделало большой шаг в лечении и в диагностике данного заболевания. Именно с этой даты, с 24 марта, у нас месяц идет по 24 апреля, большой месячник, и это не просто слово, это когда наши сотрудники идут в образовательные учреждения, в медицинские организации, в трудовые коллективы и ведут санитарно-просветительную кампанию, чтобы люди знали, что такое туберкулез, и главное, что он излечим. Ну вот как раз, пользуясь случаем, давайте сейчас тоже узнаем, что такое туберкулез, что же это за болезнь такая вообще, и как бы есть ли с ней, может быть, стереотипы какие-то связанные?
Туберкулез является хроническим инфекционным заболеванием гранулематозным, которое вызывается микобактериями туберкулеза. И достаточно просто заболеть, инфицироваться ими и оказаться просто рядом с человеком, который чихнет. И потому что микобактерия туберкулеза очень устойчива и может сохраняться в пыли более 10 лет. Но если ты встретился с этим возбудителем, это не значит, что ты заболеешь. То есть это вначале будет инфицирование, но когда иммунитет человека падает, соответственно, может развиться заболевание. Но так как туберкулез является таким заболеванием, у которого клиника вначале стертая, то диагностика тут одна из основополагающих. А вот какие виды диагностики-то существуют? Ну, одной из них является флюорография. Ежегодно нужно проходить, и это население старше 15 лет должно проходить. И есть мифы, связанные с флюорографией, о том, что вредно проходить. Я же могу, ничего не чувствую, я могу пройти 2-3 раза, 2-3 года один раз. Но на самом деле это все не так, это все у нас по стандартам. И ежегодно мы должны проходить 1 раз в год. И доза, которую мы получаем, это где-то 0,02 миллизиверта, то есть это сравнимо с среднесуточной фоновой радиационной нагрузкой. И составляет где-то 5% от профилактического 1 миллизиверта в год. Вот. Так что не боимся флюорографии, это все продумано. Раз в год обязательно ходим, да? Да. Ага. А сейчас много разговоров о том, что нейросети, да, вливаются активно в медицину. Используете ли вы искусственный интеллект? С 2022 года приказом Министерства здравоохранения у нас в республике ведется пилотный проект касательно искусственного интеллекта, и в этот пилотный проект у нас вошло 8 медицинских организаций. Это не только города Якутска, ЕГБ-2, ЕГБ-3, это еще и районы, это Хангаласская ЦРБ, Мегино-Кангаласская ЦРБ, Верхневилюйская, Булунская и Алданская ЦРБ. И этот проект мы ведем совместно с ведущими медицинскими институтами России и факультетом вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. И с 2022 года, то есть сейчас у нас идет тестирование этой программы, и в будущем мы считаем, что оно нам поможет в диагностике заболевания. Ну вот если говорить про будущее, когда мы говорим про искусственный интеллект, нейросети, всегда вопрос вообще любым профессиям. Да. Может ли искусственный интеллект в каком-то обозримом будущем заменить врача? Я считаю, нет. У нас искусственный интеллект больше как помощник врачу, который никогда не устает, у которого не замыливается глаз. Допустим, у нас процедура какая, что человек проходит исследование, а ФЛГ — это такой скрининговый метод, когда в день проходят сотнями, тысячами снимки. И, конечно, врач устает, и врач должен читать каждый снимок по 2 раза, то есть должно быть двойное чтение. Соответственно, искусственный интеллект вначале у нас идет как первое чтение, он прям читает снимок, он тебе подсвечивает и говорит: обрати внимание на этот участок, здесь есть наличие вероятности патологии. И после этого врач уже после этого сортира приступает к более сложным, он более детально смотрит, но все равно ответственность лежит на враче, не на искусственном интеллекте, поэтому то есть просто какая-то вспомогательная функция, да? Функция. В принципе, как и во многих профессиях сегодня, да, Паша? Ну и завершая нашу беседу, какой, наверное, главный, может быть, совет дадите нашим зрителям? Главный совет — это не запускать, ежегодно проходить флюорографию, следить за собой и быть здоровыми. Да. Спасибо вам, Нина, огромное. Спасибо. Еще раз профессионально, наверное, все-таки праздником. Да. И... Как отрадно, что у нас такие красивые, грамотные, умные врачи. Спасибо. Ну и хорошего дня. Спасибо. Тема туберкулеза — это тема ответственности, заботы и, к счастью, побед современной медицины. И символично, что дата 24 марта стала точкой отсчета для одной из главных побед прошлого века — открытия бактерий, вызывающих это заболевание. А этот день вмещает в себя не только страницы истории медицины, он запомнился и другими событиями в науке, культуре и жизни. Давайте узнаем.
На календаре 24 марта. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. По народному календарю Ефимов день. На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Это день в истории. В 1794 году в Польше началось освободительное восстание. В 1801 году вследствие заговора убит российский император Павел I. В 1802 году английский изобретатель получил первый патент на паровоз. В 1822 году запатентована первая типографская наборная машина. А в 1882 году Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. В 1898 году продан первый американский автомобиль. В этот день родились Арест Кипренский, русский художник, график, живописец, мастер портрета. Гарри Гудини, американский иллюзионист. Алексей Новиков-Прибой, советский писатель, прозаик. Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики. Иван Козловский, советский певец, тенор, режиссер, народный артист Советского Союза. Клавдия Шульженко, советская эстрадная певица, актриса театра и кино. Василий Сталин, советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын Иосифа Сталина. Александр Буйнов, советский российский эстрадный певец, актер, композитор и шоумен. Именины сегодня отмечают Василий, Георгий, Ефим и Иван. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Министерство просвещения России намерено закрыть 1216 вакансий в рамках федеральной программы «Земский учитель» в этом году. Этот показатель превысит прошлогодний в 2 раза. Программа предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в сельскую школу. Для переезжающих в Дальневосточный федеральный округ, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области сумма составляет 2 миллиона. Регионы обязали провести конкурсные отборы учителей заранее, чтобы участник программы мог начать свою деятельность с 1 сентября. Выплаты при этом должны быть осуществлены до 10 октября. В регионе активно реализуется образовательный проект «Многопрофильный учитель», призванный решить проблему дефицита кадров в удаленных сельских школах. В настоящее время в Институте повышения квалификации профессиональную переподготовку по 4 направлениям проходит более 30 учителей. Программа позволяет педагогам эффективно преподавать сразу несколько предметов. Например, учитель начальных классов сможет вести математику в 5 и 6 классах, а преподаватель биологии, химию и географию. По итогам обучения участники проекта получат дипломы, соответствующие требованиям ФГОС. Ближе физика, математика, информатика говорить, да, про это направление. То есть они в инвариантной части изучают, естественно, психологию, педагогику. Ну а в вариантной части мы изучаем методику обучения математики, физики, информатики, показываем им какие-то успешные практики ведущих школ республики. То есть программа достаточно интересная, насыщенная. При этом сразу мы говорим, что понятно, что в тот объем часов, который мы даем, это мало, но мы при этом будем учителей сопровождать на протяжении 1,5 лет, как мы, в принципе, и делаем в рамках других различных проектов. С 16 по 20 марта по маршруту Татинский, Чурапчинский, Амгинский, Мигна-Кангаласский, Усялдамский улусы прошел масштабный педагогический десант. Организаторами выступили Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского, II и Республиканский ресурсный центр «Навигаторы детства». В формате интерактивного автопробега специалисты обобщали и распространяли лучшие практики воспитательной работы среди учителей и родителей. Основной целью проекта стало повышение квалификации педагогов в рамках курса «Разговоры о важном», а также живой обмен опытом через творческие мастерские. Участники десанта не только представили современные методики воспитания, основанные на традициях предков, но и работали над формированием позитивного имиджа педагогического труда в сельских районах республики. Каждый день район показывает свой лучший опыт по воспитательной работе. Вот сегодня у нас тоже выступают школы,
детские сады. Все эти работы мы будем печатать, издавать в журнале «Народное образование Якутии», в газете «Учительский вестник». Выпустим сборник по итогам автопробега. Также в рамках автопробега проводятся курсы повышения квалификации, деятельность педагогов по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Второй курс – это психолого-педагогические основы реализации курсов неурочной деятельности и разговора о важном. В селе Сырдах Уйсалданского улуса установили экспериментальную лабораторную установку по созданию биогаза. В лаборатории будут заниматься ученики Сырдахской средней школы. Установку наполняют свежим пометом крупного рогатого скота и лошадей. Далее пробуждаются бактерии, которые съедают неполезные вещества помета и создают чистый биогаз. Выделяемый газ можно использовать как топливо для автомобилей или автономного газового отопления. Все эти пути изучат на собственном опыте воспитанники экспериментальной лаборатории. Все эти направления нами полностью отработаны. Поэтому призываем население нашей республики, поскольку мы живем на вечной мерзлоте, и никакой отход не перерабатывается, попадая на поверхность нашей земли, поскольку там холодно и там лед, никаких микроорганизмов не имеется, применять в своих хозяйствах биогазовую технологию и пиролизную технологию. Тем самым мы оставим своему будущему поколению чистую экологию. В России объем ипотеки с просрочкой более 90 дней почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей. При этом в годовом выражении объем так называемого плохого кредита в стране вырос почти в 2 раза. В феврале этот показатель увеличился на почти 4%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество ипотек с просрочкой выросло в 1,5 раза. Ранее сообщалось, что в прошлом месяце объем выдачи ипотеки упал на 40%. По сравнению с январем до почти 250 миллиардов рублей. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и встретимся в эфире. С 18 по 21 марта Южно-Сахалинск стал центром водных видов спорта. 4 дня и 29 медалей сборной Якутии на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Взрослые и юниоры работали в одни сроки, и итог получился мощным. 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. И сегодня у нас в студии те, кто получили эти награды. Мастер спорта Алексей Лапшин на чемпионате Дальневосточного федерального округа 2 золотые и 2 бронзовые медали. И кандидат в мастера спорта Элизабет Винокурова на чемпионате золото, 2 серебра, бронза, а на первенстве ДФО 4 золота. Поговорим о дистанциях, соперниках и о планах со спортсменами. Доброе утро. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить, Да. конечно. Спасибо. Спасибо большое. И с возвращением, и с таким количеством наград, достаточно успешное выступление. Да. И хотелось бы подробнее, наверное, об этом успехе поговорить. Алексей, начнем с тебя. На каких дистанциях золото было взято? Вообще, какая из, может быть, побед далась тяжелее всего? Ну, я выиграл 2 двухсотки. Одна вольным стилем, другая комплексным плаванием. Не сказал бы, что все дистанции мне легко зашли. Все победы дались трудно по-своему, но могу сказать, что по проплыванию дистанции легче всего 200 комплексное плавание было. Может, из-за того, что я сейчас тренирую больше вольный стиль, и как бы вольный стиль у меня перегружен просто. Угу. Ну, Лиза у нас выступала как на чемпионате, да, так и на первенстве, да. Вот поделись своими эмоциями. Ну, выступление в 2 возрастных категориях одновременно — это всегда очень тяжело и сложно, но несмотря на, можно сказать, колоссальную нагрузку, впечатления от соревнований остались очень хорошие. Нас всех переполняет гордость за то, что наша команда смогла хорошо показать республику на соревнованиях, на таких крупных соревнованиях. Угу. Ну, я так понимаю, вы оба 200-метровки плаваете. А вообще, что в этой дисциплине, наверное, самое сложное? Ну, я думаю, это удерживать скорость. 200 метров вообще сама по себе самая сложная дистанция в плане тактики и в плане подготовки. Вот. На ней самое главное — это удерживать первоначальную скорость до самого конца. Немногие это могут, и вот это, думаю, самое сложное. Ну да, я в принципе тоже согласна. Вот у меня основная дистанция — это 200 метров комплексный стиль. И думаю, там
самое сложное заключается в психологической подготовке, потому что для комплекса нужно уметь сочетать все 4 существующих стиля плавания. Есть, может быть, какие-то личные лайфхаки, как вот опять же сохранять темп и вот оставаться вот в этом, не знаю, тонусе всю дистанцию? Ну вот я на тренировке плаваю с таким прибором, темпомер называется. Он пищит в определенный темп. И как бы я вот постоянно с ним плаваю, и уже как бы у меня этот пик в голове, я подстраиваюсь под этот пик. Как бы ориентируетесь, да? Ага. Ну, Алексей, вот мы сказали, да, 200 метров за время 2 минуты, да, правильно? Вольным стилем 1:53. Ага. Вот насколько этот результат близок к личному вашему Ну вот рекорду? на 200 метров вольным я приблизился где-то, ну, у меня лучший 1:52.8, то есть около секунды мой рекорд сейчас идет, а на 200 метров комплексным плаванием полсекунды. Поэтому достаточно хороший результат сейчас показал. Лиза, 4 золота на первенстве. Правильно? Да, да. 4 золота на первенстве. Ну, вообще, в принципе, 4 золота уже звучит сильно, да. Опять же, все это было на 200 метрах или дистанции были разные? Какая, мы поговорили про сложности, а какая самая приятная была? Ну, дистанции, да, были разные. Все мои основные 400 метров, 200 метров комплексный стиль, комплекс, и 200 метров баттерфляй, а также наша команда заняла золото на участие в эстафете 4 по 100 комбинированная. Наверное, самая приятная для меня победа, и в первую очередь неожиданная, конечно, была победа на эстафете. Ну, потому что всегда победа намного приятнее, когда ты можешь ее разделить со своими друзьями. Чувство плеча, команды и так далее. Ну да, это добавляет определенного такого эмоционального подъема, мне кажется. Ребят, ну какие вот сейчас соревнования в приоритете вот в этом сезоне? На что нацелены? Ну, эти соревнования дальневосточные были как отборочные на финал Кубка России, на чемпионат России, первенство России. Поэтому мы сейчас готовимся к ним. У нас команда сформировалась на 8 человек на финал Кубка России, который будет в апреле в Санкт-Петербурге через месяц. И сейчас готовимся к финалу, и потом у нас чистая подготовка идет к чемпионату и первенству России. Вот чемпионат и первенство — самый главный старт сезона, я считаю. То есть, в принципе, живете в вот таком темпе, что вот одни соревнования отгремели, вы прилетели, уже, наверное, подготовка началась. Да, ну это такая догрузка достаточно, да? Почти каждый Большая, месяц. почти. Ага. И каждый день, наверное, тренировка. По 2 раза в день. По 2 раза. По 2 раза. Вот. Из воды совсем не вылезаете. Нет, уже все пропахли хлоркой. Вот. Ну а в целом, что сегодня с плаванием в республике происходит? Да? Хватает ли сборов, да? Конкуренция? Потому что конкуренция тоже важная вещь. Да? Если нет конкуренции, нету прогресса в любом случае. А вообще в целом внимание, ну как не только там властей, но и общества к этому виду спорта. Ну, на самом деле, сейчас плавание в Якутии угасает потихоньку. Сейчас федерация делает больше акцент на любительский спорт, на любительское плавание. И то, что сейчас происходит в спортивном плавании, 5 лет назад, 6 лет назад такого не было. То есть в 6 лет назад у всех было желание показать там хороший результат на Дите Азии, выступать где-нибудь. Сейчас такого нет. Сейчас как-то, не знаю, всем все равно, что ли, стало, поэтому... Ну, как думаете, с чем это связано? Не знаю, на самом деле, Угасает вообще не интерес. знаю. Ну, может быть, при этом остаются тогда в спорте те, кто прям вот горит им. Да, очень много детей, очень много желающих, которые хотят прогрессировать, хотят улучшать свои результаты. Тем, кто просто нравится плавание, хотят выезжать на соревнования. Они любят это, они этим живут, и поэтому остаются те люди, которые любят плавание по-настоящему. Ну, это как будто бы тоже в какой-то степени такой позитивный отбор, что вот остаются Ну, те, да, те, кто да. рожден быть в воде. Просто не дают возможность показать это. А вот говоря про любовь как раз-таки к плаванию, как вы сами в спорт попали? То есть иногда классно, да, вот вы сейчас с наградами такие сидите, а вот там лет 10-15 назад, 20, может быть, да, что привело в этот вид спорта? Ну, у меня особого выбора не было. У меня тренера мои родители, поэтому я сразу с пеленок в воде уже, поэтому особого Лиза? выбора не было. Ну, был такой момент, что я в детстве получила травму спины, и чтобы восстановиться, меня отдали на оздоровительное плавание.
И так случайно вышло то, что один раз на соревнования попала, выступила хорошо, и все сразу в группу И спортсменов. пошло-поехало. Да, да. Да, если что-то случается такое не очень, да, хорошее всегда может привести к каким-то результатам. Ну, это вот более знаменитое положительным. «нет худа без добра», что как бы вроде бы неприятное, а потом вот куда это все приводит. Ну что ж, мы еще раз вас поздравляем. Да. Лиза, Алексей, огромное вам спасибо, очень гордимся, наверное, как и все наши земляки. Ну и желаем новых успехов уже на предстоящих стартах, о которых мы уже рассказали, в том числе Кубок Да, России. мы ждем снова в нашей студии, конечно, с медалями. Вот. Ну а вам, дорогие друзья, дорогие наши зрители, мы желаем такого же, наверное, горения своим делом, такого же стремления к вершинам, которые вы перед собой ставите, ну хотя бы сегодня, а завтра мы пожелаем вам это снова. Удачного вам дня, пусть обязательно все сегодня у вас получится, пусть если не на золото, хотя бы на серебро или на бронзу. Все будет хорошо, отличного дня, до встречи в эфире.